Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Спасибо вам большое, что вы пришли. Да, давно уже достаточно хожу, иногда выступаю тут перед молодежью. Просто сегодня, вообще сам новогодний праздник. Как вы считаете, остались ли в России профессионалы, журналисты, и, может, у вас есть кумиры, на которых вы можете равняться, чтобы наша молодежь из штаба, наши татары, которые тоже в медийную сферу метят, в журналисты-корреспонденты, могли себе взять что-то на заметку? Я честно хочу сказать, что я, когда начинал свою журналистскую деятельность, для меня кумиром был не столько журналист, сколько известный диктор Игорь Леонидович Кириллов, с которым я был лично знаком и не раз общался с ним. Это человек с огромным чувством юмора, интереснейший собеседник. Вот. Позже я познакомился с Владимиром Владимировичем Познером, человеком-легендой, который, как мы знаем, вел еще на иновещании программы и первым вышел с телемостом советско-американским в 85 или 86 году с Донахио. Я всегда, пока шли программы по Первому каналу, смотрел его интервью. Вот. И можно сказать, что я действительно учился как с иронией, где-то с сарказмом брать такие интервью. И я был однажды у Познера в МГУ на журфаке, был такой семинар его, и он, когда рассказывал о своем творчестве, о своем участии о своей журналистской карьере, я понял, почему он мне близок, именно, хотя он старшего поколения, на 34 года ровно старше меня. Вот. Я понял, почему. Потому что это человек с критическим мышлением. Любой журналист должен обладать критическим мышлением, чего, к сожалению, сейчас мало у кого есть. Потому что начинают говорить, те делают так, эти этак, особенно к муниципальной власти, да. И я говорю, а как вы так? Раньше мы, когда начинали журналистскую деятельность, мы всегда отделяли зерна от плевел. Естественно, было хорошее, рассказывали о добрых, хороших вещах, но и всегда были критические репортажи. А сейчас этого нету. А Познер как раз может научить необидной критике, потому что, конечно, огульная критика, обидная критика, унижающая человеческое достоинство, она не должна быть в журналистике. Это неправильно. А он по острию ножа, по острию мог это сделать, чтобы и человека не обидеть, и в то же время показать, что не такой этот человек, не ангел с крылышками. И этому можно было у него научиться. Я могу сказать, что где-то я тоже, наверное, у него этому научился. Но не только у него. Я говорил о Кириллове, но был такой еще очень известный, и он есть, кстати, жив, международный журналист-международник, который рассказывал о событиях в мире, Станислав Рассадин. И он рассказывал, потом он вдруг стал рассказывать о событиях в России. И он так же, как рассказывал о событиях в других странах, ему говорили, вы же теперь о России говорите, а почему вы критикуете? А потому что, говорит, я вижу и наши недостатки. И еще второй, это Генрих Авельянович Боровик. Это папа известного Артема Боровика, российского журналиста, погибшего, одного из сооснователей газеты «Совершенно секретная». Генрих Авельянович в советские годы тоже сделал репортажи из Америки, из европейских стран. А уже после, когда ему было за 70, он написал очень много интересных книг о становлении демократии в России и о том, что было и хорошего, и плохого. Это аналитика. И вообще я считаю, что журналистика должна быть в первую очередь аналитической, а не чисто информационной. Я за такую журналистику. Чисто информационная – это для совсем молодых ребят, которые не имеют жизненного опыта. Это нормально. А все остальные должны анализировать происходящее событие, анализировать критически, но не обидно для окружающих. Так. А хвалить все или говорить, как все это прекрасно, это не дело журналиста. Это, наверное, дело пиарщиков конкретной компании, конкретной организации или конкретного руководства округа или области, или района, что тоже не совсем правильно, потому что грамотные пиарщики напрямую тоже никогда не хвалят. Они подводят зрителя, читателя к тому, чтобы люди, слушая или видели, когда они говорили, все-таки полезное много делают.
делается, но не говорят об этом прямо. А сейчас почему-то стали учить, что вот надо говорить прямолинейно, прямо, как все прекрасно. Это, наоборот, вызывает отторжение у зрителя. Вот Познер как раз всегда обладал качеством, во-первых, критическое мышление, во-вторых, чтобы люди посмотрели и сделали свои выводы, послушали, посмотрели. Но в то же время он показывал и показывает до сих пор в свои 90, теперь уже 2 года в этом году, может иногда показать и хорошее, и плохое. Поэтому, что касается телевидения, это, конечно, столб нашего телевидения, если говорить о телевидении. Вот так. А среди газетных журналистов Василий Михайлович Песков, так как он прекрасно подмечал природные вещи, о природе писал. Сейчас никто, конечно, не пишет. Он был, кстати, ведущим телевизионной программы «В мире животных». Вот Николай Николаевич Дроздов, а раньше был Песков. Он тоже это очень хорошо делал. Но все-таки он, конечно, владеет печатным словом. Вот так. Так что ребятам можно, те, кто хочет заниматься реальной аналитической журналистикой, вот можно учиться у таких людей, как Познер. Вы известный журналист, и вы брали очень у многих людей интервью, у известных людей, у высокопоставленных чиновников, из людей бизнеса, шоу-бизнеса. Вот подскажите, топ-3 человека, с которыми действительно было интересно поговорить, или самое удавшееся интервью? Ну, я, пожалуй, скажу, что самое, на мой взгляд, удавшееся интервью было с Маргаритой Борисовной Терековой, великой актрисой Миледи из прекрасного фильма о мушкетерах и трех Д'Артаньянах. Но это было очень тяжелое для меня интервью, потому что я в течение 2 месяцев или даже 3 за ней ходил на мероприятия по ее желанию, смотрел, как она в них участвует. На спектакле только после этого она дала это интервью, и еще дважды она не подписывала. Вот. Очень сложный человек, но, в конце концов, интервью вышло, я этим оказался доволен. Ну, это вот первый человек из этого хит-парада, да? Хит-парада. Вот. Второй, пожалуй, ну, тоже великий, на мой взгляд, актер. Это Александр Калягин. Он жив, слава богу. Ну, и Терехова жива, но Терехова в тяжелом состоянии. Александр Калягин возглавляет свой театр «Эцетера». И вот я открыто ему говорил, ну вы же прохиндей, потому что вот вы все, в начале 90-х это было, 94-й, что ли, год, что вы все делаете во многом для себя, даже свои артистические способности. Я думал, он меня выгонит. А мне было тогда мало, 26 лет. Он говорит, конечно, я прохиндей. А как в этом мире можно жить и не быть прохиндеем? И вот я написал «Прохиндиада» Александра Калягина. Он снимался в замечательном фильме «Прохиндиада-1», «Прохиндиада-2». И я вот вытащил из него вот именно, что он сам играл самого, по сути, самого себя. Он возглавляет театр, и я думаю, он до сих пор с этим согласится. Но вот если у Терехова просто было тяжело, то у него было важно вот вытащить его на откровенность. И так же, как я, пожалуй, это все-таки не интервью было, да, это было встреча это с Владимиром Владимировичем Путиным на пресс-конференции президента прямой линии в декабре 2024 года, 19 декабря. Я добивался вопроса, задал ему, и он очень хорошо на оба вопроса ответил и о будущем печатной журналистики. Ну, там он ответил более-менее серьезно, понятно, а с иронией, с юмором ответил по поводу того, куда побегут жители зарубежных государств, когда будет наводнение, стихийные бедствия. Я говорю, они вот приедут в Россию, что делать? Он согласился, что могут быть стихийные бедствия, но надо думать в первую очередь о жителях России. Я сказал даже анекдот. Я вот хотел бы большое интервью взять у президента России. Думаю, что мне это со временем удастся. Не всегда же брать господину Зарубину, который гораздо моложе меня, и он, молодец, он хорошо берет. Он, кстати, задает весьма острые вопросы, что не характерно для, опять же, повторюсь, не характерно для журналистов молодого поколения. Зарубин задает острые вопросы. Путин без обид, открыто отвечает. Но я бы задал еще более острые. Как вот уметь сохранить этот баланс и выстоять на острие ножа, чтобы немножечко, если перегнешь, уже будут, возможно, проблемы какие-то? С опытом приходят, потому что, опять же, я брал интервью у многих чиновников высокого ранга, особенно в той поры 90-х годов, да, и некоторые из них потом отказывались. Нет, хорошее было интервью с помощником президента Ельцина Юрием Михайловичем Батуриным, это интеллектуал, умница, он не был обижен. А вот
некоторые министры, вице-премьеры, их фамилии сейчас ничего не скажут, это проходные были фигуры. Я задавал вопрос на пресс-конференции, в том числе господину Касьянову, который, насколько я знаю, является иноагентом, живет за рубежом. Он был премьером, он очень был обижен и сказал, больше в Белый дом этого человека не пускать. А потому что я задавал об экономической политике его, которая на тот момент мне казалось, что она, ну, не то что антироссийская, но не патриотическая, или, скажем, не российская, даже не патриотическая. Ну, экономика просто была странная. Я задал этот вопрос, я заметил, ну вот он отвечал. Бывший вице-премьер и министр обороны Сергей Борисович Иванов тоже отвечал на мои вопросы. Он говорит, да ну вы утрируете по поводу ОТК, что должен быть контроль ОТК введен на космической отрасли. И я говорю, как утрируете, что-нибудь сделают, потом, ну, если даже, ну, может и погибнуть корабль, а может быть какие-то произойти. Нет, вы что, это какая-то никому не надо, это анахронизм, архаизм, он говорил. Через 5 лет произошло что-то в космосе. Как выяснилось, именно я оказался прав, а не он. Вот так. А вот, ну, никто же не обиделся до такой степени. Меня не отлучили от пресс-конференции или встреч с большими людьми. Лично я их не обидел, но при этом задал острые вопросы. А вот как это? Ну, это с опытом приходит. И с интуицией. Я считаю, что у меня довольно развита интуиция. Может быть, вы под интуицией подразумеваете высокоразвитый эмоциональный интеллект, эмпатию, нет? Ну, это разные немножко вещи, но, может быть, эмпатию в какой-то мере. А интеллект как раз журналистам не всегда нужен, потому что если начинает умничать журналист, а его собеседник плавать, это как раз и вызывает раздражение, к сожалению. Вот так. А вот эмпатию человеческую, это да, это, наверное, в какой-то мере нужно. Возможно. Спасибо вам большое за такие подробные, интересные ответы на наши вопросы. Спасибо, что приходите Удачи, к нам. Спасибо, будем еще приходите. Ведь было бы хорошо, чтобы вот при штабе татар или при молодежном клубе клуб еще, мини-клуб молодых журналистов создать. Я веду студию юных журналистов, и не только юных журналистов, и блогеров, и художественного слова в одном из округов Москвы, в Южном округе. Вот. У меня, к сожалению, мало приходят ребят, потому что открыто говорят, а вот вы нам поможете, чтобы у нас было 100-200 тысяч подписчиков? Я говорю, ну я же не блогер, и входит мало. Вот хотелось бы, чтобы, может быть, здесь, может быть, им не надо много подписчиков, а просто понимание жизни. Журналист – это человек, который понимает жизнь чуть-чуть лучше и реалии его, чем простой обыватель. Хотя при этом он может не быть очень грамотным, развитым интеллектуалом в тех или иных отраслях. Это вообще поверхностный человек, журналист. Но зато он чуть-чуть жизнь знает лучше, должен знать. Вот это важно. И этому может обучить своих учеников. Андрей Дмитриевич, что-то мне подсказывает, что мы с вами очень скоро увидимся вновь. Спасибо, спасибо. Спасибо. Удачи вам. Спасибо, всего И доброго. вам успехов. Ура, ура, ура! С Новым годом! Спасибо еще раз за интервью.